Дани, а вы откуда? Я сам из Подольска, но корни из деревни Моторовол, Андреевка, Сергачевский район. Ох, как. Дани, у вас очень красивое имя. Спасибо. Сегодня у нас вечер, посвященный священному месяцу Рамадан, он у нас приближается. И будете ли вы соблюдать пост? Скажите. Да, вот, иншаллах, 3-й месяц уже буду скоро держать пост, но я вот считаю, что вот данная встреча – это уникальная возможность не просто даже вот поддержать пост, а именно подготовиться к нему правильно, учесть те ошибки, которые, допустим, допускались в прошлые разы. И как раз-таки очень сложно именно сразу держать пост, именно вот с первого дня. Поэтому я считаю, что нужно вот где-то за месяц как раз-таки начинать к нему готовиться. Дани, а что вас сподвигло держать Рамадан? У вас это идет от семьи или вы сами к этому пришли? У меня лично началась вся такая религиозная история именно в армии. Меня именно ребята с Кавказа, точнее аварец, учил держать пост. Вот. Там все по-разному приходят. Кто-то от жизненных каких-то сложных ситуаций, у кого-то это в семье. У меня вот как-то вот именно больше с внутренними изменениями это сподвигло. Как бы, к соблюдению религиозных норм. Подскажите вот топ-3 совета, чтобы достойно продержаться этот месяц. Самое главное – это намерение. То есть без намерения не будет и самого поста. Во-вторых, это дисциплина. 5 раз в день читать намаз, от рассвета до заката держать пост. И третье, я думаю, легкость на душе иметь, потому что когда вот какой-то груз на душе, тяжеловато будет. Вот 3 вот таких основных совета. А как прийти к этой легкости? Как избавиться от грузов, которые каждый день так и норовят прилепиться к нашим плечам, особенно вот в таком большом мегаполисе в Москве? Отпустить все бытовое, перестать бегать куда-то. Пока мы молоды, мы пытаемся все успеть в этой жизни. И учеба, работа, но в месяц Рамадан надо железобетонно расставить приоритеты. И считаю, что надо вот конкретно облегчить себе данное время и уделить больше внимания именно религии. Потому что всего из 12 месяцев нам нужно 1 держать пост. Наверное, вот так вот. Дуслар Салмасыз, сегодня у нас в гостях прекрасные гости из Дамаска, из Сирии. Подскажите, пожалуйста, как вас зовут? Мараль. Хотели спросить, вот приближается священный месяц Рамадан. Скажите, будете ли вы держать пост? Да, иншаллах, да. Вы Это его... будет очень полезно для здоровья вообще. А вы его... Как к этому вообще пришли? Это от семьи пошло? Или вы со временем, с возрастом пришли к тому, чтобы вот соблюдать пост? Да, от семьи. А возникали ли когда-нибудь сложности, Нет, когда пытались уже привыкла. Да, уже привыкла. С самого детства? Да. А подскажите тогда, вот как человек, который каждый год соблюдает Рамадан, какие есть 3 совета, чтобы легче продержаться и провести этот месяц? Надо читать много, либо Коран, либо книгах вообще, чтобы он не чувствовал голодный. Да. Отвлекаться. Время быстро летит. И надо не думать об еде. И тоже заниматься спортом. Это очень полезно. До ифтара. Да. До ифтара. Да. Вот некоторые думают, что наоборот спорт, он еще больше, особенно там люди, которые только начинают, задумываются. Обычно я занимаюсь до ифтара, да. Потому что желудка пустая. Да. Так лучше. На голодный желудок нужно заниматься спортом во время Рамадана. Вот так вот. А что можете пожелать людям, которые будут держать Рамадан? Конечно, здоровье всех. И собирается семьи. Это очень интересно, когда все люди кушают во время
все вместе. И чтобы каждый Рамадан будет Аллах принимает нам наши молиться и все, которое мы делаем. Вы же вот у нас бывали в штабе, регулярно сюда приходите. Как вам вообще обстановка у нас? Нравится ли вам у нас? Конечно, да, нравится, когда все люди здесь собираются, и мы общаем вместе и обсудить новые идеи. Да, очень полезно, когда мы узнаем культуры всех людей, потому что мы не все из разных национальностей. Сейчас, секундочку. Да. Да, очень, да, здорово, на самом деле, что у нас Да, вот не только татары, но и штаб наш объединяет еще и всех мусульман. Да. Вы из Башкортостана. Да. Есть русские люди, да. Спасибо вам большое за И такое вам замечательное спасибо, интервью. да, интересно, да. Саумасыз, сіздің исеміңіз ничек? Рустам. Рустам, подскажите, будете ли вы соблюдать пост, держать? Обязательно, иншаллах. Я уже не первый год соблюдаю, поэтому жду. Это такая перезагрузка на целый год. Подскажите, а как вы вообще к этому пришли? У вас это идет от семьи или вы сами дошли до того, чтобы вот придерживаться поста? Ну, я, наверное, пришел к этому сам, хотя в семье у нас какие-то мяджлисы проводились, а потом я пошел учиться в воскресную школу. Сначала намаз, потом потихонечку пост, вот, и потом уже как-то втянулся, и из года в год уже достаточно долго, не меньше 15 лет уже. Ого! Да. Слушайте, вот уже 15 лет. Подскажите нам тогда, дайте 3 совета, чтобы легче провести этот месяц, порой непростой, особенно для людей начинающих, кто только там первый раз, возможно, держит Рамадан. Ну, самый главный совет это вот не думать о еде. Да, если ты начинаешь про это думать, то все, ты считаешь, что ты пропал. Надо переключиться на что-то другое и занять себя какими-то другими делами, да, то есть вот, и, наверное, вот некоторые вот берут отпуск какой-то под это дело, но мне кажется, что это неправильно, потому что в отпуске ты как раз будешь в каком-то расслабленном состоянии, и так или иначе мысли тебя приведут к еде опять, да, или к питью там. А когда ты в работе каком-то, то это как легче как раз, поэтому, мне кажется, отпуск брать не надо наоборот в работе, вот, полагаясь на Всевышнего, конечно, с терпением, да. Главное, что вот отвлекать мысли, чтобы к этому не сводились, отвлекать себя постоянно от этого, от мысли о том, что вот надо поесть, там надо что-то попить, и если отвлекаешь, то Аллах помогает, и все потом намного все легче. Я, например, вот уже не испытываю никаких сложностей. Знаете, нам сказали, что не просто можно во время Рамадана заниматься спортом, а даже нужно. Как вы считаете? И занимаетесь ли вы спортом во время этого месяца? Во время Рамадана спортом я занимаюсь, но только если утренняя какая-то зарядка, так специально какие-то фитнес-клубы я не хожу. Все-таки в моем случае, я не знаю, как это у других, да, я как-то на каком-то таком вот, на энергосберегающий какой-то режим просто перехожу. Это все-таки, когда пост держишь, особенно когда длинные дни, то тогда все-таки ты чувствуешь, как вот некоторая перезагрузка, как теряешь, как ты и вес теряешь, да, и поэтому энергия все-таки нужна. Я как-то стараюсь распределять для себя. Вот для меня занятия спортом, они будут у меня энергию забирать, а мне она нужна, чтобы пост продержать. Поэтому думаю, что это не у всех, это только в моем случае такое вот. А спортом, конечно, заниматься, я думаю, что надо и нужно. Это опять тоже один из вариантов отвлечения от главного этого процесса. Вот. Поэтому кому как, я думаю, что да, спортом вообще нужно всегда заниматься. Да. Поэтому Рамадан – это большая перезагрузка самого себя на целый год. Вот мы часто не хотим меняться, да, вот эта знаменитая зона комфорта, да, в которой, как говорят все психологи, что мы хотим жить, как нам удобно. Но вот Аллах принудительно нас раз в год ставит в такие условия, когда нужно меняться, потому что вот не есть и не пить, это все-таки сложно для человека, да, для любого человека, потому что очень непривычно. И поэтому вот эта вот перезагрузка, переосмысление раз в год Аллах хочет, чтобы мы менялись. И поэтому наша религия, хотим мы этого, не хотим, нас заставляет раз в год как-то поменяться, к лучшему, конечно, да. То есть не сквернословить, не
обижать там кого-то, даже мысли, чтобы не было каких-то, а именно только вот, чтобы твой пост сохранился, ведь известно, да, что мало того, что не пить и не есть, а нужно, чтобы твой пост был принят, надо еще достойно себя вести и заплатить в конце еще садака, чтобы пост не остался как бы между землей и небом, чтобы фитр садака, так называемый, она отправляет пост наверх, и он окончательно уже уходит, так сказать, к Аллаху туда, да, поэтому это большая перезагрузка, что очень полезно и для организма, как вот для тела физического, и духовное, конечно, прежде всего. Поэтому всех призываю держать пост, потому что это обязанность мусульманина. Неизвестно, у кого, может, это последний Рамадан в нашей жизни, как говорится, Аллаху ведомо только. Поэтому упускать возможность нельзя, тем более сейчас дни покороче. Сейчас вот кто не держал, пусть начнет как раз вот в эти короткие дни, а потом уже через некоторое количество лет, уже летом, когда придет Рамадан, он уже будет подготовлен. Поэтому сейчас самый момент начать держать пост. Да, главное не бояться, в конце концов, просто хотя бы попробовать, да, не обязательно там, вдруг кто первый раз держать полностью весь месяц. Говорят же, даже там неделя, если ты продержался, это уже не равно нулю. Это правильно вы говорите, да, что каждый день Аллах засчитывает, конечно, это уже не ноль, по крайней мере, ты, если придешь к Всевышнему там после смерти, что ты предъявишь, это хотя бы один день, понятно, да, это в любом случае это не ноль, это все засчитывается, конечно, но если человек не держит пост без уважительной причины, то наказание только в этой жизни 60 дней беспрерывного поста. Только в этой жизни наказание. Еще и, возможно, будет наказание какое-то в другой жизни. Поэтому наказание очень серьезное, что говорит о том, что Аллах ценит пост очень высоко. И есть знаменитый хадис, да, «Ас-сияму ли ва ана аджзи бихи». То есть пост, поистине пост только для меня, Аллах говорит, я воздам за него. То есть какое вознаграждение, даже не сказано. То есть это вознаграждение за пост известно только Аллаху. То есть какое-то вообще, потому что это особенное поклонение, которое только для Аллаха именно. Все остальное мы делаем для себя. Это намаз, там, это хадж и прочее, садака там. А вот пост как-то Аллах выделил, что он говорит, это для меня, потому что действительно настоящая жертва. Человек отказывается от еды, от питья. Очень серьезные условия Аллах его ставит, поэтому вот отдельное вознаграждение. Специально даже ворота, ар-Райян, специальные ворота для постящихся в день Киамет Кундак, в рай будут входить постящиеся через специальные ворота. Поэтому Аллах как-то выделяет вообще этот вид поклонения. Вот. Ну, это перезагрузка. Я считаю, что это перезагрузка. Я уже опять повторюсь, да, которая всем нам нужна. Человек-система динамическая, не статическая, то есть он меняется, как и все в нашей жизни, поэтому надо вот именно, если вы хотите перезагрузиться, измениться, то пост – прекрасная возможность. Атмосфера такая уникальная, тоже все как стараются друг другу помочь. Это если вы... Вот желаю всем почувствовать эту уникальную атмосферу Рамадана, когда все на какой-то совсем особой волне. Все... Каждый день, как в штабе татар, получается. Ну, можно сказать и так, да. То есть все какие-то прямо хотят помочь, все открываются, все какие-то добрые, это у всех хорошее настроение, и все чувствуют какую-то предновогоднюю ночь, какое-то такое вот чувство какого-то волшебства какого-то, да, что что-то Благоговение. Вот, да, и каждый день происходят какие-то чудеса. Аллах посылает какие-то неожиданные, приятные вещи. Поэтому желаю всем вот войти в эту атмосферу. Она объединяет действительно и мусульман всех разных национальностей, и татар, конечно, в штабе татар. Штаб татар проводит ифтары. Альхамдулилля, хвала Аллаху. Да, спасибо им, организаторам, всем, кто вкладывается. Я знаю, что многие, кто ходит в штаб татар, они еще жертвуют. Это тоже большие благодеяния, кто вот жертвует на проведение ифтаров. Поэтому тут все выигрывают это здесь. Поэтому ждем Рамадана. Спасибо за интервью. Спасибо вам, Рустам.